По словам артистов Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Зибаева, заведение находится на грани развала. Руководитель цирка использует помещение в своих целях, а ремонт не проводился уже 20 лет. Это несмотря на то, что деньги из казны для этих целей систематически выделялись. О том, насколько обоснованы претензии работников цирка, в нашем следующем материале. Артисты цирка обвиняют руководство в халатности и бездействии. Люди утверждают, что руководитель не заинтересован ни в развитии манежа, ни в росте новых артистов. Помимо всего прочего, выступающие заподозрили своего руководителя в коррупции. Две гостиницы. Это большая гостиница, которая 170 человек, и гостиница внутри цирка, там где-то около 61 человек. 4 ресторана, это российские программы, аренда манежа, свет, вода, гостиница. Если честно сказать, только от аренды можно было цирк, наш цирк, который сейчас есть, этого можно, процветательный цирк можно было сделать, все вот этих бизнесов. Все бизнес, вот этот, который деньги будут, это в кармане идут. Артисты утверждают, что из-за того, что помещение цирка сданы в аренду, им не хватает места для тренировок. Для того, чтобы передать свое мастерство молодому поколению, опытные артисты вынуждены снимать помещение на собственные деньги. В ответ на все обвинения артистов руководитель утверждает, что действует исключительно в интересах цирка. По его словам, деньги, вырученные за аренду помещений, идут на развитие заведения. Помимо этого, 30% от стоимости аренды цирк выплачивает государству. У нас 4 кафе, которые арендуют помещение. То, что они нам платят, определяет государственный комитет, и они определяют цену за квадратный метр. Они следят за правильным использованием государственного помещения и определяют оплату за квадратный метр. И 30% от дохода отдаем государству, остатки выплачиваем за коммунальные услуги. Помимо всего прочего, работники цирка обвиняют своего руководителя в том, что капитальный ремонт здания не проводился на протяжении 20 лет, несмотря на то, что деньги из казны в этих целях систематически выделяются. Однако, по словам директора, последний раз частичный ремонт проводился всего 3 года назад, а состояние здания цирка в данный момент гораздо лучше, чем было, когда он только вступил в эту должность. Здание было разрушено в аварийной ситуации. Это подтверждает вот акт. В 2004 году, в ноябре месяце, я получил акт о состоянии государственного цирка. Определить виноватых в данной ситуации довольно сложно. Каждая из сторон конфликта безоговорочно уверена в своей правоте. Директор хочет добиться послушания от своих подчиненных. Сами же артисты хотят немедленной отставки руководителя. Ясно одно, подобные скандалы не лучшим образом сказываются на имидже самого заведения. Ведь то, с каким настроением артисты выходят на манеж, тоже сказывается на качестве представления.